Добрый вечер. Сегодня 17 июня, пятница. Это 841 день аннексии Крыма. Время новостей. Евросоюз продлил на год санкции против оккупированного Крыма. Ограничительные меры включают запрет на импорт, инвестиции и экспорт определенных товаров и технологий в Крым и Севастополь. Санкции будут действовать до 27 июня следующего года. Ожидается, что на следующей неделе также будут продолжены экономические санкции против России, введенные из-за ее роли в конфликте на востоке Украины. В дом жены Ахтема Чийгоза пытались пролезть неизвестные. Об этом сообщила сама Эльмира Аблялимова в своем фейсбуке. Пишет, опасается за свою жизнь и здоровье. Но российских правоохранителей Аблялимова не ждет. Ее мужа Ахтема Чийгоза второй год удерживают в СИЗО по обвинению в организации митинга 26 февраля 2014 под стенами парламента Крыма. Вчера ночью, 16 июня 2016 года, в 22:40 неизвестные люди проникли на территорию моего двора. Благодаря тому, что соседи проходили мимо и случайно увидели людей и автомобиль, стоящий недалеко, и подняли шум, неизвестные люди очень быстро скрылись. Учитывая, что в Крыму похищают людей, совсем недавно была изнасилована и убита девушка, считаю, что моей жизни угрожает опасность. Гарантии того, что правоохранительные органы сумеют это сделать, нет. Сегодня я буду готовить заявление в Следственный комитет и ФСБ. Как обезопасить себя, я не знаю. Рифату Алимову и Арсену Джаппарову продлили арест до 8 сентября. Такое решение принял Киевский районный суд оккупированного Симферополя. Ранее стало известно, что Арсена Джаппарова поместили в камеру с насильниками. По словам Арсена, неизвестные пытаются влиять на его родственников, чтобы он был сговорчивее. 18 апреля в поселке Краснокаменка в Большой Ялте силовики обыскали дома Рифата Алимова и Арсена Джаппарова, после чего обоих крымских татар задержали. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России организации Хизбут Тахрир. Крымских заключенных могут отправить на территорию России для отбывания наказания. Сегодня уже 16 заключенных перевезли в разные округа соседнего государства. Об этом заявила украинский омбудсмен Валерия Лутковская. Кроме этого, из 14 крымских мусульман, обвиняемых в организации участия в Хизбут Тахрир, 4 – это Руслана Зейтуллаева, Нури Примова, Рустема Ваитова и Ферата Сейфуллаева – уже вывезли с территории оккупированного Крыма. В Російській Федерації не таке законодавство, як в Україні. Це в Україні особа, яка засуджена до позбавлення волі, має право відбувати покарання недалеко від місця постійного проживання або від місця проживання родичів. В Росії немає такого законодавства. Відповідно, всі ті особи, які відбували покарання в пенітенціарній системі, які, на жаль, не були вивезені з території Автономної Республіки Крим під час окупації, і які автоматично, згідно з прийнятим Росією законодавством, вважаються громадянами Російської Федерації, вони мають ризик того, що вони будуть направлені для відбування покарання в будь-який куточок Російської Федерації. Російські спроби перевезення наших політичних в'язнів з території Криму, створення враження, що начебто Крим – це елемент Росії, це не пройде, це ніким не буде визнано. Ми будемо намагатися залучати і Європейський Союз, і Велику Сімку, і наших друзів для того, щоб вони дуже чітко і послідовно висловлювали свою позицію. Майдановцу Александру Костенко снова отказали в условно-досрочном освобождении. В Кировском областном суде России состоялось рассмотрение его апелляционной жалобы. По словам адвоката Дмитрия Сотникова, прокурор и судья пренебрежительно отнеслись к самому судебному заседанию. Костенко осудили на 3,5 года. Этот срок истекает в феврале 2018-го. Поэтому Сотников считает, что обмен остается единственной возможностью освободить Костенко. Однако, по его убеждению, Россия все обмены проводит с пользой для себя. Прокурор, она сразу видно материала не читала, то есть были очень общие формулировки, вообще никакой конкретики. Судья никаких дополнительных там доказательств, возможности приобщения документов меня не просил, просто приобщил как бы. Было видно, что как бы решение было принято заранее, ничего на это решение повлиять в принципе не могло. Все вопросы, которые касательно права, это условно-досрочное освобождение, это изменение наказания на более легкий вид наказания.
тех ходатайств, которые там можно подавать раз в 6 месяцев, это все, безусловно, мной будет подаваться и будет обжаловано. По поводу того, что я сказал, что возможен обмен, да, по моим представлениям, от этих обменов выигрывает только Россия. На Афанасьев Солошенко, да, это отнюдь не основные лица. Меняли их на кого? На граждан Украины, которые устроили вот это вот одесскую бойню, должен появиться либо еще один российский шпион в Украине, либо еще какой-нибудь фигурант одесского дела. То есть Россия меняет невинных украинцев на лиц, которые виновны в той политической ситуации, которая сейчас создалась на Восточной Украине. Украинских консулов не пускают в тюрьму к сыну Мустафы Джемилева. Хайсер отбывает наказание в Астраханской колонии. По словам генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Виталия Москаленко, дипломаты направили просьбу допустить их к заключенному, однако не получили ответа. В июне 2015 года Краснодарский краевой суд приговорил Хайсера Джемилева к 5 годам колонии общего режима. Европейский суд по правам человека признал незаконным приговор российского суда и постановил освободить Джемилева-младшего. Однако Хайсер до сих пор находится в Астраханской колонии номер 10. Оккупационный суд полуострова оштрафовал Крымскую епархию Украинской православной церкви и забирает часть помещения. Сам же владыка Климент неоднократно просил не отбирать собственность. О злоключениях украинских прихожан в оккупированном Крыму и поддержке Киева расскажет Эльвина Сидбулаева. 500 000 рублей штрафа и требования освободить 112 квадратных метров на первом этаже кафедрального собора Симферополя. Такой приговор вынес оккупационный апелляционный суд Севастополя по требованию фонда госимущества. Архиепископ Симферопольский Крымский владыка Климент освобождать собор не собирается. У них руки розв'язані, вони принципово налаштовані на те, щоб приміщення прийшло у власність держави. У мене є всі документи на всій площі 1200 квадратних метрів, це з урахуванням першого поверху. Ми нікуди з цього приміщення не підемо. Не для того я 20 років в цьому приміщенні робив церкву, щоб зараз йому комусь віддати. На архиепископа усилилось давление. Владыка Климент получает угрозы. 2 года назад сожгли его дачу в селе Мраморное Симферопольского района. Затем вооруженные казаки разгромили храм и напали на прихожан. Он жалуется, украинская власть не делает ничего для защиты верующих Киевского патриархата. Не прошу, а вимагаю, щоб Міністерство культури разом з цим департаментом правління, разом з цим урядом прийняли рішення, приміщення, яке ми займаємо, щоб було передано офіційно управлінню Кримської єпархії Київського патріархату. Ми дійшли до того, що ми дійсно поступово можемо на підставі законів, які зараз прийняті в Росії, втратити все. В Киевской епархии, говорят, неоднократно обращались в кабинет министров с просьбой передать помещение кафедрального собора Симферополя в собственность епархии Киевского патриархата. Но руки до решения этого дела у чиновников не доходят. В умовах окупації саме це рішення не змінить позиції тамтешньої влади. Але це рішення України дасть можливість оскаржувати дії окупаційної влади в міжнародних юридичних структурах. Давление на верующих в оккупированном Крыму рассмотрят на международной конференции, уверяют в комитете по вопросам культуры и духовности Верховной Рады Украины. Буду брати участь в конференції «Релігійна свобода в часи війни і криз», яка відбудеться в Талліні. І, звичайно, я буду товариству міжнародному, яке там буде присутнє, розповідати про це з фотографіями, з переліком тих молитовних будинків, які були вилучені і досі вилучені окупаційною владою. Крымская прокуратура Украины открыла 2 уголовных производства по факту незаконного завладения имуществом и препятствия осуществления религиозных обрядов. Передбачено покарання від 7 до 12 років позбавлення волі. І за статтею 180 передбачено покарання до 6 місяців арешту. Понесе покарання на даний час невідомо, тому що особи, які безпосередньо вчинили злочин, не встановлено. Коли буде підозра, тоді ми будемо говорити про конкретних фізичних осіб, які заподіяли збитки в державі.
тому числі Української православної церкви Київського патріархату. Один из оккупационных чиновников предлагал владыке поехать в Москву. Там якобы могли решить судьбу церкви, но архиепископ отказался. Эльвина Сидбулаева, Эльдар Тарахташ, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Узников Кремля Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева сегодня выписали из больницы. Они прошли курс стационарного лечения. Крымчанин Афанасьев продолжит курс реабилитации. Подробнее в сюжете. Здравствуйте, Олечка. Оба украинца после пыток Кремля стали родными. Их палаты находятся напротив. Юрий Солошенко приглашает к себе. В тюрьме это называется шконка. Я сам не знал, когда мне сказали школа. Я думал, нары, а оно, оказывается, школа. Так садитесь на кровать. Полтавчанин рассказывает, был директором завода, который работал с Минобороны России. Его слил полковник, который был заказчиком предприятия. Пригласил в Москву испытать изделие. Там его сразу и арестовали. Обвинили в шпионаже. Делиться с сокамерниками проблем не было. Они были уважаемые люди. У меня ж были серьезные сокамерники. И был доктор наук, был 2 доктора наук. У меня в камере 2 человека. 10 квадратных метров. В Лефортово мы сидели. Начальника больницы говорит, так я для вас больной или зэка. Ну, это высокие слова. Видно, ты со мной молодой парень, ты сразу завел меня к себе. Ты знаешь, что у тебя рак? Еще ничего не знал, никаких анализов, ничего. Он мне так в лоб бах. Думал, что я сразу в обморок упаду. А я вам скажу, что на фоне вот этой несвободы, этой тюрьмы, никакой рак, ничего не страшно, абсолютно не. Уже скоро он встретится с женой, с которой прожил 54 года. Из них 2 выпали в тюрьме. Внуки приготовили дедушке стих. З тобою проводити час, я тебе дуже люблю, чекають на тебе всі, люблячий тебе Іван, це мій середній. Жду отъезда домой, жду встречи с женой. Я ее не видел почти 2 года. Я с ней расстался на 1 день, и вот почти 2 года мы не виделись. Самая большая боль была, это то, что я жену оставил, то, что внуки мои растут без меня, что это ж такая прелесть, когда это ребенок развивается, и ты это видишь каждый день. Юрий Данилович очень много времени проводит с Геннадием. Пришел проведать и сейчас. Я тебя разумею. Скоро наши муки закінчаться, и мы поедем по домам. На кровати у Геннадия флаг Украины. Сам он в футболке с трезубом. Разговаривает только на украинском. Говорит это принципиально. Уже послушал «Океан Эльзы», теперь на очереди Джамала. Коли дістануся до плеєру чи до чогось, я хочу послухати пісню, яка виграла Євробачення. Джамала. Про 44-й рік. Цю історію я дуже добре знаю. В Кримському театрі «Карман» там збиралися кримські татари, дуже багато старих людей, які згадували. Дуже багато було на кримсько-татарській мові, я не все розумів, але я все відчував. Геннадий вспоминает о пытках, рассказывает, сидел в самой страшной колонии в Коме, которая похожа на зоопарк. Там не было где присесть, лежать запрещено. Это единственный такой барак на всю территорию России. Сейчас больше всего переживает за судьбу других политзаключенных. Перш за все, я хочу включитися до боротьби за 29 в'язнів політичних. Та після того, що я побачив, що коїться на фронті, в мене щемило серце. Я вважав, що я зовсім не страждав, коли я бачив тих молодых хлопцев, які гинуть, які страждають. Рядом с ним постоянно мама Ольга и близкий друг Алим. Все, что он захочет. Я думаю, что и образование он будет продолжать. Я думаю, что будет заниматься, может быть, общественной деятельностью, волонтерской деятельностью. Но это только зависит от него. Я всего лишь мама. Он взрослый человек и решает сам. Может быть, временно, не знаю, но у меня там мама уже в возрасте. Поэтому, да, конечно, я буду выезжать в Крым. Хочет посмотреть кино, хочет прогуляться, ходить в музеи, смотреть на прекрасное, ходить в кино, как советуют врачи, просто отстраненно, просто занять чем-то. Хотя у него сейчас есть такое состояние, что он
считает, что он сидит без дела, и вот эти 3 дня он опять ничего не делает, как и не делал 2 года, сидя в колонии, и у него это давит немного. Мы будем как-нибудь справляться с этим. Тюрьма подкосила их здоровье. Диагноз медики не называют, говорят, это врачебная тайна. Стационарное лечение они уже прошли, теперь реабілітація. Зараз ми їх виписуємо на амбулаторне лікування та реабілітацію. Але ми будемо з ними в подальшому контактувати, і вони ще до нас повернуться через деякий час. Це буде залежати від швидкості їх відновлення. Оба говорят, в тюрьмах их спасала только вера. Вера в то, что вернутся домой. Эльвина Сидбулаева, Наталка Калинка, Эльдар Исматов. Заман, АТР. Переселенцы, которых лишили пенсии и других соцвыплат, получат их снова в течение месяца, пообещал министр социальной политики Александр Рева. Сейчас, по его данным, выплаты прекратили 350 тысячам вынужденных переселенцев. В будущем отменять выплаты смогут лишь комиссии во главе с городскими головами или главами госадминистрации. Теперь справки в управлении соцзащиты продлевать не нужно, они бессрочные. И раз в полгода к вынужденным переселенцам будут наведываться социальные инспекторы. Ці рішення, які прийняв уряд, вони носять не дискримінаційний характер по відношенню до внутрішньо переміщених осіб, а що застосовувати їх потрібно в тій частині, що ми повинні забезпечити захист прав внутрішньо переміщених осіб. І якщо до них приходить інспектор державний соціальний для складання акту обстеження, не для реєстрації місця проживання, а для складання акту обстеження, то його центральною метою є з'ясування проблем, з яким стикається внутрішньо переміщена особа. В разі, коли наша людина вийшла на місце і не знайшла цю людину, можуть бути різні ситуації. Вона залишає повідомлення з проханням повідомити про себе, що він живий і здоровий. Якщо на це повідомлення реакції немає, надсилається лист рекомендований з проханням повідомити про себе. Але що сталося з цією людиною, якщо вона приїхала на ту територію, ми знати не можемо. Ми не контролюємо ту територію. Її елементарно можуть там затримати, відібрати ту ж саму карточку і потім отримувати як внутрішньо переміщена особа її, а в цей час отримувати незаконно цю людину. Якщо ми це побачили, ми робимо запит в ДПС, запитуємо, ця людина у нас є чи нема. Вони кажуть, ви знаєте, він поїхав і не повернувся. Що з ним сталося, ми не знаємо. Ми зупинили виплату, поки він не повернеться. Відповідно, той, хто забрав у нього карточку, він вже не скористається цими грошима. Він повернеться, йому відновлять цю виплату. А якщо він більше 60 днів знаходиться на непідконтрольній території, то тоді він втрачає статус внутрішньо переміщеної особи відповідно до закону. Якщо він без поважних причин не реагував на ті звернення, які є, йому повертаються виплати через 2 місяці. Якщо він мав поважні причини, ему повертается с дня припинения выплаты. В Геническ запустили двухэтажный интерсити из Харькова. Первый поезд встречали глава Генической администрации Александр Воробьев, заместитель председателя райгосадминистрации Гульнара Бекирова и мэр города Александр Тулупов. Из Харькова в Геническ поезд интерсити доезжает всего за 6 часов, развивая скорость до 140 км в час. Починається в Генічеському районі. До нас прибув 2-поверховий потяг. Це Інтерсіті. На все літо ми зробимо, щоб він курсував. Тому ви слідкуйте за розкладом руху. Може бути зміни. 320, перший клас, другий клас 215 гривень. З 3 потягів, які йшли до Генічеського району, зараз йдуть 26. І коли тут почнеться розвиток таких районів, як Генічеський район, Маріуполь, тоді ми повернемо без жодного пострілу усі території, які на сьогоднішню минуту втрачені. На этом пока все. Хороших выходных и будьте с нами.